руководителю региональной общественной организации по сохранению и развитию родного языка и культуры Союз православных татар, директору Татарской национально-культурной автономии района Теплый Стан Юго-Западного административного округа города Москвы Бухаровой Динаре Абулбяровне, которая выступит здесь, вот с этой трибуны, на тему «Православные татары». Трамвай Пасхи на татарском языке. Почему? Потому что наша работа это 20 лет, и это большая творческая работа по сохранению, даже по сохранению культуры татарского народа и церковлению ее. То есть мы наложили трамвай Пасхи, византийский распев, восточный распев, который так близок к нашему татарскому уху, что ли. Досточтимые отцы, братья и сестры, благодарю за приглашение принять участие на этом важном мероприятии. Татары и тюркские народы в единстве с русскими, плод Ордынского пути святого Александра Невского. Но начать хочу с показа краткого видео. В память оно представлено в протерее Максиме Обухове, который он хотел, слова в этом ролике он хотел сам внести. Прошу ролик поставить. Хан Кубрат. Жил на территории Булгарии. Где-то примерно за 300 лет его крещения Руси. Он был крещен. Этот факт его крещения подтверждается данными из его захоронения, которое было найдено в Полтавской области, и письменными византийскими источниками. Он был в отроческом возрасте крещен в городе Константинополя. Самыми незначительными из них в России являются татары. Было сказано Олегу Николаевичу, да, что чуваши, я сейчас дальше поясню, почему я такую фразу сказала. На втором месте стоят чуваши, прямые потомки средневековых булгар, единственные тюрки, сохранившие язык амурско-булгарской подруги. Следует отметить тот факт, что хан Великой Булгарии Кубрат и его дети исповедовали православное христианство. Это было задолго до событий 522 года, произошедших в городе Беляев. И сегодня православные чуваши – прямые потомки булгар не только в этническом и лингвистическом плане, но и в религиозном. Что касается кыпчако говорящих татар, то их численность, не считая крымских, иранских, афганских, пакистанских, около 7-8 миллионов в мире. Около 2 миллионов проживают в Татарстане. Представлены в Татарстане субэтносами казанские татары, мещерские татары, тептери и кряшины. Около 1 миллиона татар проживают в Башкортостане, представлены такими же субэтносами казанские татары, мещерские татары, тептери и кряшины. По неофициальным данным, около 1 миллиона татар проживают в Нижегородские, Рязанско-Касимовские, Пензенские, Темниковские, Симонские и другие, которые в подавляющем большинстве в Москве и Московской области исповедуют православное христианство. И это признают трезвомыслящие татарские общественные деятели, такие как глава Национального конгресса татар и тюркских народов Ималиев Рустам Файзович. Остальные татары проживают во всех регионах России, как в деревнях, так и в городах. При этом следует подчеркнуть, что они не являются какими-то переселенцами из Казахстана, а являются представителями татарских субэтносов и реликтовых этнических групп, сформировавшихся за пределами территории Казанского ханства, других, так называемых, прежде всего, мещерские татары, включая рязанско-касимовских татар, бардынские татары, астраханские татары, гребенские татары, литовские, сибирские, добруджинские татары и другие, которые проживают на огромной территории от Дуная до Тихого океана на своей исконной территории. Крымских татар около 5 миллионов всего, крымских татар, проживающих в Крыму, около 300 тысяч.
казахстанских и кыргызстанских татар неизвестно, так как раньше их существование официально не признавалось 10 миллионов человек. Казах – представители других этнических общностей, учитывающихся сегодня как отдельные народы нагайцев, нагайбаков, башкир, карачаевцев, балтарцев, кумыков, алтайцев, тубинцев, кавказцев, которые также исторически являются наследниками средневековых татар, в совокупности более 17 миллионов. По нашим оценкам, около 30% татар исповедуют православное христианство. В Москве это число выше 50%. Кроме того, дети, рожденные... Это наши исследования, которые опираются и на мнение специалистов тоже. И вот как сказал отец Алексей Колчевин, да, вот эта вот диспропорция мечетей и храмов Республики Татарстан, она, конечно, вот по нашим подсчетам, наверное, все-таки там православных больше, чем мусульман, потому что процент мусульман в татарском народе очень сложно оценить. Очень много все-таки православных татар. И как это посчитать? В Татарстане русские православные, кряжские православные, да? И большая все-таки часть татар принимает православие и уже себя называются как христиане. И есть приходы, уже я знаю эти приходы, где приказной совет практически весь состоит из татар, которые этнические татары мусульмане лучшие. Вот. Это связано с тем, что все-таки постсоветское пространство, у людей был выбор в сторону Христа, выбор татар. Вот наша задача помочь сохранить татарскую культуру, воцерковить ее. За последние годы наблюдается христианский, религиозный, культурный, национальный подъем на гайбаков, кряшин и новоприченных православных татар, что не могли не учитывать в своей деятельности татаро-мусульмане. Например, еще раз хочу отметить значительный позитивный вклад в это направление главы Национального конгресса татаро-тюркских народов Ималиева Рустема Фазича, создавшего в рамках его организации отделение землячества решен и народы исповедуют православие, среди них гагаузы, алтайцы, якуты, кавказцы и другие. В настоящее время мощная православная миссия действует в Туве и приносит свои плоды. Можно сказать, что татары и тюркские народы переживают православный тюркский ренессанс, объединяются друг с другом, а также с русскими и другими народами на основе православия, не утрачивая своего национально-культурного многообразия, своей культурной цветущей сложности, а наоборот сохраняя и раскрывая ее в соответствии с Божьим замыслом. Что является сильной стороной православного тюркского объединения и возрождения, это то, что они не направлены против русского единства, не противопоставляются русскому миру, а напротив направлены на единство с ним и в нем на основе христианства, единство во Христе, при сохранении национально-культурных идентичностей, гармоничная интеграция без дисгармоничной ассимиляции. Также православные татары и тюрки не направлены против мусульман, но подчеркивают важность мирного сосуществования на основе принципов веротерпимости, как это было во времена святого Александра Невского, православный ордынский проект. Между Западом и Востоком Восток. Почему? Вопрос стоял, с кем интегрироваться, с Римом, католическим Западом или с Востоком, татарами, живущими по Есечи Узбекистана. А значит, по принципу веротерпимости, выбор Запада означал потерю православия и растворение в Римо-католическом мире. Напротив, Восток означал сохранение православия и перспективу мирного его распространения на территории всего Великого Монгольского улуса, а это прежде всего на восток татарам и подчиненным им народам. Таким образом, Александром Невским был задан основной вектор восточной миссионерской деятельности Русской Православной Церкви и сделан цивилизационный выбор, определивший дальнейшее развитие православных русских людей в большой семье восточных азиатских народов. Что дало основание Александру Невскому сделать соответствующие выводы о перспективах миссии на восток и татарско-русской интеграции на основе православия. Уже имеющие место быть значительное количество татар-христиан, кириллитов, уйгуров, найманов, кыпчаков и других, как православных, так и неправославных, но оторванных от епископских кафедр Российской Церкви Востока, введенные в самом законе татарского государства ЕСЕ, по сути первой конституции, сформированной во внутреннем и христианском варианте. Особое расположение татарских ханов к православию и привилегированное положение православной церкви в Золотой Орде. Таким образом, татарско-русское единство на основе православного христианства складывается естественным путем вследствие цивилизационного выбора Александра Невского в пользу веротерпимого Востока ради сохранения и распространения православия. Конечно, не все татары, как и сегодня, были христианами. Были также тенгрияне, мусульмане, буддисты и так далее. Многие из них несли свой значительный вклад в дело дружбы народов нашей страны. Но важно осознать тот факт, что татарско-русское единство сложилось естественным путем улуса, 3 из них исламизированы.
активизировался, закрепил его распад, потому что разрушилось или почти разрушилось народное единство. Насильственная исламизация татар в Улусе, Джучи, Орде, начавшаяся в период правления хана Узбека, в полной мере затронула уже сложившееся татарско-русское единство, оно пошатнулось, была нарушена его конструкция, так как один из основополагающих элементов изъяли. Более того, сами татары разделились, и в итоге Золотая Орда распалась на несколько частей, собирать которые в последующем пришлось уже московским великим князьям, царям ханам, потомкам Александра Невского. Татарский народ стал разделенным народом именно по причине нарушения принципа веротерпимости, потому что на его основе татары сформировались. Потомками ордынцев являются не только мещанские, астраханские, казанские, сибирские, крымские и иные татары, но также казахи, нагайцы, башкиры и другие этносы из и из-за рубежа. В указанном документе говорится о том, что национальный дух способствует единению татар, который не зависит от места проживания, владения языком и имущественного и должностного положения, отношений к религии и принадлежности, конфессиям, убеждений, а также других обстоятельств. Татарин живет в едином порыве со своим народом, поддерживает дружественные и уважительные отношения с другими народами. Национальным манифестом, который действительно впервые за 7 веков является не только существенным шагом в консолидации татар, но и декларацией намерения возрождения татарско-русского единства на православной основе. Татары признали свое нахождение в семье восточных народов, оформляемых русской православной церковью. Православные татары Москвы и наши друзья принимают самое действенное участие в тому, чтобы подобное признание свершилось. Ведь не секрет, что подготовке судьбоносного документа предшествовали жаркие споры и развернулась борьба именно по вопросу отношения татар к религии. Против единства татарско-русских на православной основе выступали сторонники отделения татар от русских, использующие для этого исламский фактор. Победа православной страны в данных дискуссиях является в том числе результатом православной татарской конференции рождественских образовательных чтений. Кроме того, я лично обращалась к Михаилу Рустаму Галевичу, чтобы он поддержал в этом вопросе православных татар, и он поддержал, сдержал слово. Необходимо отметить, что был личный вклад, а также вклад главы региональной общественной организации Кришен Республики Татарстан Егорова Ивана Михайловича. Факт признания исторической группы национальности татар следует трактовать не просто как фиксацию сложившейся реальности в религиозной сфере, но также как декларацию намерения татарского народа о возвращении на исторический путь татарско-русского единства на православной основе, выбранный Александром Невским. Путь объединения татар и русских – это путь правильных компромиссов, путь истинного, а не декларативного объединения татар и русских, объединения во Христе при сохранении национальной идентичности. Существенный шаг к такому объединению – принятие стратегии развития татар в 2020 году, который впервые за 7 веков призван двух конфессиональностей. Татары, желая находиться в духовном единстве с русскими, через свою православную часть в национально-культурном плане хотят оставаться самими собой. Что же касается других тюркских народов, надо предоставить им эту возможность, тем более, что этого требует миссионерская концепция церкви, конструкция православные русские люди, православные татары и тюрки-мусульмане является исключительно устойчивой при условии сильного среднего элемента православных тюрков. Православные татары и тюрки пребывают в единстве с русскими по вере Христовой, а с татарами и тюрками-мусульманами в национальном культурном плане. А значит, тюрки-мусульмане соединяются с православными русскими через православных татар и тюрков. Созрела необходимость создания постоянно действующей площадки для обсуждения и выработки теоретических основ и практических шагов православного ордынства. На наш взгляд, он должен стать всемирной Курултай собор православных татар и тюрков. Так же, как не только большую часть тюрков, но и какую-то часть нетюркоязычных народов, так и в работе всемирного Курултая православных татар и тюрков должны принимать участие не только православные тюрки, но и православные монголы, тунгусы, финуры, ираноязычные казарейцы и, конечно же, русские и другие. Православный тюркский ордынский проект должен стать объединяющим разные народы на основе православия в их цветущей культурной сложности. Необходимо на площадке Всемирного Курултайского собора православных татар и тюрков также обсуждать православные миссионерские цели, задачи, практические шаги по их реализации на основе концепции миссионерской деятельности Русской Православной Церкви и основ социальной концепции Русской Православной Церкви. И политические, идеологические, геостратегические, и экономические аспекты таких интеграционных проектов на постсоветском пространстве, как СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, БРИКС, интеграция. Есть тезисы, которые как Второе. Святой Александр Невский архитектор восточного вектора развития России в противоположность западному вектору, европейскому. Третье. Святой Александр Невский своей политикой перевел в православное христианство татар христиано-сирийской церкви Востока. Яркий пример сын хана Батыя, хан Сартак, который, по некоторым данным, даже был христианским священником.
Да и сам Батый, по некоторым данным, был христианином. Одна из распространенных версий гласит, что Александр Невский был усыновлен ханом Батыем и побратался с его сыном в хану Саратовой церкви. Четвертое. На основе православного христианства святой Александр Невский через фактор православных татар заложил основу татарского русского единства. Пятое. ЕАЭС, куда входит Казахстан, Киргизия, Россия, Белоруссия, Армения, является детищем Владимира Владимировича Путина. Есть и другие интеграционные структуры ОДКБ, СНГ, ШОС, БРИКС. И ключевая идея Владимира Владимировича – интеграция, то есть объединение в итоге всех этих проектов. Основной исторический символ развития этого вектора Александр Невский, хан Батый, его сын хан Сартак и внук хан Лакши. Тезис 6. В России два государства образующих народа, русские и татары. Но при условии, что состоящие из разных этнических общностей, часть которых считаются отдельными этносами, другая часть субэтносами, как это официально признано, стратегии развития татар, которую приняли Хуснулин и Никан Шаймиев. Чувашия имеет православное духовное, национально-культурное и языковое преемство от Великой Болгарии, это 7 тезис, и Волжско-Камской Болгарии, и в дальнейшем должна быть переименована Чувашскую республику в Булгарию. Тезис 8. Татарстан имеет татарское государственное преемство не от Казанского ханства и не от татарской войска Ивана Грозного и штурмовали Казань. Среди них было много православных христиан, но были мусульмане как Шах-Али. Один православный красивый хан, Семен Бабдулатович Саид Булат, даже стал царем ханом всей Руси. Тезис 9. Святой Александр Невский сам по происхождению был из половцев, купчак, одним из предков татар. Он был потомок хана Татьяны, который в конце жизни признал за собой Батыев и на Чурском озере против немцев сот рыцарей сражались русские татары бок о бок. Тезис 10. Последний Касимовский царевич Хангуль, султан Якуб Яков, потом как Чингисхана по мужской линии, так и основатель ислама Мухаммада, по прадедушке страны бабушки Фатимы, султан Бенем Сидор, прославлен как местный чтимый святой русской православной церкви. Тезис 11. Татарский народ является населенным народом, так же, как русский народ является населенным народом. И наша задача объединить два государства, образующих населенных народов, и другие народы на основе православия в их цвету, но все и во всем Христос. И последнее. Болгарский хан Кубрат и его дети были православными христианами. Они являются символами принятия тюрьмами православного христианства, такими же, какими являются святая княгиня Ольга и святой князь Владимир для русского народа. Мы надеемся, что скоро на постоянной основе будет собираться мощный форум Всемирный Курултай, собор православных татар и тюрков, и в дни проведения этого Курултая надо служить литургию на тюркских языках, как мы это делали на двух последних православных татарских конференциях и в рамках международных рождественских образовательных чтений, проводить молебны на славянском, татарском и тюркских языках, а также панихиду по христианским тюркским ханам. И вот еще хотела добавить, что 30 октября 2016 года была проведена татарская секция в рамках Всемирного русского народного собора. Там мы потом повторили, но вот эта вот татарская секция может быть таким примером или продолжением вот этого всемирного Курултая православных тюрков. Спасибо. Динара Абдульна, этот интереснейший доклад, выступление. Ну, программный документ, который вы зачитали, действительно неординарный, я бы сказал, нестандартный. Но основания для того, чтобы так думать, конечно же, они присутствуют. Исторически известно, что Кубрат примут христианство, это действительно так. Это подтверждается и находками в Полтавской области. Среди ряда вот как раз вещей, которые сопровождали как раз покойного, были и вещи, которые были христианские. Там были кресты, там были и ритуальные сосуды православные христианские. Да, действительно, это так, это интереснейшая тема. Думать здорово, когда наша общественная организация, татарская организация, занимается вот такими вещами. Интереснейший, конечно, план, который вы озвучили. Для меня во многом это, скажем так, открытие новой стороны. Вы тут говорили о том, что треть татар – это представители все-таки православной конфессии.
Для меня это новость, это действительно так. Да? Конечно, самое главное – это достижение того самого единства, о котором вы говорили. Я полностью здесь поддерживаю этот посыл. А по Александру Невскому была открыта в его годы, это была Сарайская епархия. И первый храм, который появился в Сарай-Бату, наряду с тем, что там было языческое сооружение богу Тенгри, да, это был православный храм. Так что Александр Невский видел очень далеко вперед. Наверное, действительно, он один из основоположников, столпов и создателей нашего оригинального российского культурного кода, этнического кода, духовного кода. Так что обсуждать, конечно, этот доклад нужно, да, но я думаю, что в прении, может быть, если будут вопросы, я вот как ведущий даю вам возможность задать вопросы.